Битва виртуальной реальности собрала на одной площадке всех любителей киберспорта Ингушетии. 36 команд и более полусотни человек. Борьба насмерть. Каждый готов показать широкой публике все, чему смог научиться. Адам Дидигов наблюдает за игрой оппонентов, анализирует поведение участников во время матча. Конкуренция не шуточная, уверен киберспортсмен со стажем. Он буквально вырос с джойстиком в руках, играет 12 лет. Успел набрать более 3000 часов в игре CSGO. В своих способностях парень не сомневается, так как имеет максимальное рейтинговое звание в игре Global Light. В мире среди зарегистрированных пользователей таких профи всего 2%. Турнир называется «Будь первым». Этот турнир проводится в честь акции, то есть против терроризма, против действия против террористов. Это делается для того, допустим, зачем убивать людей в жизни, если можно просто поиграть в квест, расслабить нервы. Я очень рад, что в нашей республике проводятся такие мероприятия, чтобы мы дальше развивались. Просто, допустим, в той же республике Дагестан проводится очень много таких мероприятий. Как-то я хотел поехать в Дагестан на общенародный турнир по всей России, но так не получилось поехать. А вот недавно совсем узнал, что у нас в Ингушетии проведут первый турнир, решил подготовиться, и участвовать в этом турнире. Благодаря многомиллионной зрительской аудитории киберспортсмены зарабатывают крупные суммы денег. Международные игры проводятся по всему миру. Такие команды, как Na'Vi или Virtus.pro, заслужили призвание миллионов поклонников. Конечно, реально. Вот, допустим, команда Nats Windsor, она сейчас открыла общий набор в Universe, то есть где играют подростки. Там можно туда, если ты, допустим, хорошо играешь, там можно поступить, и там можно достаточно хорошо зарабатывать. Вот у меня друг есть, там в Na'Vi играет, в Universe он поступил, но его кикнули из-за достаточно хорошей игры. Там заработок от 50 тысяч рублей, смотря от твоего уровня игры. Статистика успехов ребят говорит сама за себя. Ингушские киберспортсмены могут представить регион на любой международной арене, но маме не докажешь всю глобальность и важность компьютерных игр, цитируют участники. Они готовы развеять любые стереотипы родителей, связанные с киберспортом. Ожесточенная борьба между двумя командами, игроки максимально сконцентрированы и стараются действовать слаженно. Геймеры общаются между собой по внутренней связи и тем самым координируют каждый свой шаг. Саид Ахмед Картоев много лет увлекается киберспортом. Для него это первый опыт участия в соревнованиях вне своей домашней комнаты. Несмотря на свой юный возраст, он уже показывает хорошие результаты. В первом же матче его команде удалось одержать победу с большим отрывом. Мне было сложно, когда мы начали играть. Нас выиграли 3 раунда и уже не хотелось играть. Но потом мы собрались и выиграли. Спецназ и террористы, геймеры поочередно примеряют на себя образы зла и добра. Для того, чтобы определить победителя, командам дается по 2 матча, состоящие из 16 раундов. Участники выбирают одну из 9 предложенных карт испытаний. Порой для выигрыша бывает достаточно отвоевать 9 раундов у противника, и игра завершается досрочной победой. В общем получается 72 человека, в команде по 2 человека. Довольно-таки сильные ребята, поэтому борьба будет накаленная. Режим игры – напарничество. Убивать, защищать, обезвреживать бомбы придется часто, но, к счастью, все это происходит в виртуальной реальности. Вовлекаем молодежь, такую в правильное русло. Развиваем кибернаправление в нашем регионе. Мы разыгрываем первое место 10 тысяч рублей, второе место 5000 и третье место 3000 рублей. Плюс еще кое-какие дивиденды в виде бесплатных часов у нас, стрижек у наших партнеров. Главная цель этих состязаний – противодействие терроризму и экстремизму в регионе, чтобы участники и зрители наглядно смогли увидеть, что война не заканчивается без крови. Более того, площадка – еще один повод заменить реальные разборки на виртуальные. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Султан Булгучев. Новости 24.